Отравление курицей алданцам не грозит. Стали известны результаты лабораторных исследований куриного мяса, которое могло содержать патогенные микроорганизмы. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Безопасно ли куриное мясо? Ответ на этот вопрос дали результаты исследований. Напомним, ранее в соцсетях прошла информация о том, что в учреждения образования и торговые точки поступили свежемороженые куры, зараженные патогенной инфекцией. Данный факт выявила автоматизированная система «Меркурий» по контролю, движению и употреблению продукции. Цыплята из этой партии поступили во многие регионы России, в том числе и в города Якутии. Благодаря внедренной у нас в стране системы «Меркурий», которая позволяет отследить от производителя до конечного потребителя движения продуктов питания, коллегами из Санкт-Петербурга она была выявлена, отслежено ее движение по территории страны. У нас часть этой продукции была выявлена. На прошлой неделе в Алданском районе цыплята данного производителя были изъяты и направлены на экспертизу. В ходе лабораторных исследований патогенные микроорганизмы в курином мясе были обнаружены. В курице обнаружена листерия, это патогенный микроорганизм. Эта продукция сейчас находится на консервации и ждет индивидуального предпринимателя, потому что она отъехала, чтобы можно было ее утилизировать. Конечно, эту продукцию можно было отправить на завод, чтобы ее переработали, но в Алданском районе у нас нету таких заводов. Необходимо подчеркнуть, что о заражении граждан речь не шла. Цыплята были изъяты до этапа реализации. Вследствие публикаций в соцсетях некоторый ажиотаж имел место, однако ему поддались не все потребители. На участке там постоянно курятина есть, мы ее с удовольствием едим, жареную, вареную. Я не заметил в себе каких-то изменений. Но все равно все-таки страшно, мало ли заразиться, но с другой стороны, я сильно не боюсь, если честно. Стоит отметить, что возбудитель патогенной инфекции при высокой температуре погибает, так что прошедшее тепловую обработку мяса теоретически стало бы безопасным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.